Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам важно узнать сегодня, в тот момент, когда вы увидели и открыли это видео. Послание судьбы. Мои хорошие, если тема вам интересна, важна, вы открыли это видео, просто загадайте на себя, и песочек все покажет и все расскажет. Настраивайтесь, пожалуйста, на гадание. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь у меня человек переживает очень сильно, переживает за свое будущее, либо переживает за какую-то ситуацию. Эта ситуация может касаться личной жизни, рабочих моментов, взаимоотношений с другими людьми, с какими-то серьезными проблемами по здоровью, либо в принципе, да, вот как что-то на вас давит, и у вас очень много переживаний и страхов. Вы должны знать, что высшие силы за всем за этим наблюдают, и у вас есть помощники, хранители, защитники. И это не только ангелы. Здесь и духи, сущности, и также какие-то люди, которые не дадут плохому случиться. Эти люди вас любят, эти люди к вам очень хорошо относятся, эти люди готовы пойти на все, лишь бы с вами плохого не случилось. Высшие силы, ангелы, сущности, души, хранители и люди буквально стоят за вашей спиной. И также вам просят передать, чтобы вы в себя верили и не сомневались в том, что у вас все получится, либо в том, что все хорошо закончится. Нет такой для вас судьбы, где бы вы пострадали, где бы что-то прям рухнуло, разбилось, либо вы чего-то лишились. Этого нет. Это не прописано в вашей книге судьбы. Да, стресс есть, да, накал страстей есть, но плохим не закончится. Закончится хорошим, хорошим для вас. Даже если это какой-то кармический урок, даже если это какое-то испытание, даже если эта темная сила противостоит вам, вы все равно справитесь. С такой группой поддержки, с такой мощной поддержкой вы точно победите. Победите любую проблему, победите любое зло, любого злого человека. С вами всегда пребывают добрые силы. С вами всегда рядом пребывают добрые люди. В любом случае, хоть эта поддержка и не видна, ее сложно ощутить, но она есть. Есть, была, и никуда она не девается, никогда от вас не уйдет. Вы особенный человек. Вы человек с благородной душой, с чистой, светлой душой, поэтому бояться вам нечего. Да, возможно, ваш путь, он в темноте, возможно, он скользкий путь, но поверьте, вы не упадете, не пострадаете, и вот эту проблему вы скоро закончите. Тут буквально осталось 3 шага, ну, может, чуть больше, да, там 5 шагов, и все прекратится. 3 шага, 5 шагов, это может быть как и 3 часа, 5 часов, так и 3 дня, 5 дней. Все это закончится, свернется, как будто бы и не было. Но вас берегут, вас охраняют. Не только высшие силы, духи, хранители, но и какие-то вот люди за вашей спиной. Здесь 2 человека показаны. Дальше еще вы должны узнать о том, что ложь раскроется. Есть какая-то большая ложь, какой-то большой обман. И вы как будто бы в этом плаваете. Либо давно продолжается этот обман, либо вы как-то попали в эту череду обмана, и его так много, и вы уже, возможно, в этом запутались. Обман точно раскроется, и плавать вы в нем точно не будете. Здесь буквально совсем ничего. Скоро вы начнете что-то понимать, либо какая-то информация начнет поступать. Обман не пройдет, да? Вы вовремя выйдете из этого обмана, из этого облака обмана. Вообще идет как вода. Скорее всего, на словах вас обманули, либо вы в какие-то слова поверили, почему-то как плаваете в этом. Но все раскроется, все встанет на свои места. Еще сегодня вы должны знать, что вы сильнее, чем ваши враги.
Вы гораздо сильнее, чем ваши враги. И ваши враги, вот они буквально вот сжались, съежились, уперлись в стенку и боятся. Они боятся ваших реакций, они боятся ваших действий, они боятся, что вы будете что-то предпринимать, что причинит им ущерб. Они-то видят вашу силу, а вы почему-то свою силу не видите. За последнее время вы очень сильно изменились. Вы прошли 9, вы прошли какой-то путь обучения, вы прошли путь познания, раскрытия себя, своих способностей. Ваши враги дрожат и такие вот прям маленькие, крошечные, видите, в стенку прям уперлись. И вы стоите, такая нависающая фигура над ними. Причем фигура в латах, доспехах. Вас не пробить. Может быть, ваши враги пытались каким-то магическим путем, либо каким-то другим путем вам навредить, и ничего не вышло. И это их действительно напугало. И сейчас они жмутся по стенкам, по углам, боятся, что вы их заставите ответить, либо крепко с них спросите. Да, возможно, вы на пути к этому. А возможно, вам даже это в голову не приходило. Ну, потому что человек вы не злопамятный. Но вас боятся, это вы должны знать. Мужчина в лодке. Мужчина в левой стороне, он сидит в лодке, буквально голыми руками вылавливает очень крупную рыбу. Если вы мужчина, то совсем скоро у вас появятся очень крутые возможности для того, чтобы голыми руками, без особых знаний, инструментов, способностей, зарабатывать большие деньги. Да, возможно, какая-то очень хорошая работа, либо работа, которую вы сможете освоить там, за считанные часы и дни. При этом вас там будут ценить, уважать, и вы на этой работе, либо занимаясь этим видом бизнеса, очень сильно поправите свое материальное положение. Если вы женщина, то мужчина, который кажется вам бесперспективным, либо ленивым, либо бесталанным, вас очень сильно удивит. У мужчины есть такая способность, либо она откроется и прям голыми руками будет огромную рыбу из воды вытаскивать. То есть без удочки, без сетей, да, прям голыми руками. Так руки в воду опускают и такие огромные рыбины достает. Ну, бывает такое, да, может, поссорились, может быть, работу не может найти, может быть, сидит там на диване, телевизор смотрит, и вы такая, ну все, точно денег не будет, работать он не пойдет. А может быть, это ваш родственник, мужчина, и, например, не хочет учиться, либо не хочет там чем-то заниматься, и вы такая, точно ничего не будет. На самом деле будет, очень даже будет. Дальше какие-то колючие кусты, и вам нужно их пройти, а вы не хотите. Ну, кусты — это, скорее всего, какие-то испытания колючие, больно, неприятно. Вы, скорее всего, попробовали, вам не понравилось, да, укололись, либо поцарапались, и вы такая, ну нет, буду искать другой путь, буду искать другие варианты. Но ситуация заключается в том, что других вариантов их просто нет, их не существует. И единственный путь — это сквозь эти кусты. Нельзя пройти, не уколовшись. Надо потерпеть, да, скорее всего, надо потерпеть, не сдаваться, не отступать, ни шагу назад, только лишь вперед и пройти этот момент. Испытания, скорее всего, испытания, причем испытания достаточно ощутимые, да, болезненно ощутимые. Мои хорошие, ну, тут совсем чуть-чуть, буквально там несколько шагов, и вы выйдете на ровную чистую дорогу. Так иногда в жизни бывает. Да, судьба может испытывать человека на стойкость, на прочность, на готовность себя не пожалеть, но обрести желаемое. Тем более кусты небольшие. И знаете, еще фишка этих кустов, что как только вы их пройдете, они сразу начнут зеленеть. Зеленый куст — это денежный куст. Да, возможно, стоит помучиться, пострадать там, над учебой, над курсами, либо чтобы добиться желаемого, чтобы потом с куста листики срывать, то есть денежки получать. Возможно, вы сейчас проходите 7 кругов ада, чтобы получить какую-то помощь, пособие, льготы. Возможно, вы сейчас пытаетесь пробиться, чтобы занять какую-то должность, либо просто устроиться на работу. Может быть, какой-то вопрос с документами, где это жесткая бюрократия, да, и эти бюрократы, они прям как злые собаки кусаются.
И вам приходится вот это терпеть эти унижения, что вас футболят. Вы такая: ой, да не буду я этим заниматься. Но надо, другого пути нет. Эти кусты с колючками, как только вы их пройдете, они сразу позеленеют. И это уже будут не кусты с колючками, а прекрасные кустики, с которых можно деньги срывать. Может, бизнес пытаетесь свой запустить, и очень много каких-то проблем. И надо прям стараться очень сильно, там, всем угодить, быть в тренде, решить вопрос с документацией. Это так все сложно кажется. Но вы можете. Судьба знает, что вы можете. Судьба никогда не даст то, с чем человек не может справиться. Может быть, пройдя этот путь, вы как сделаете свой платеж, да, оплатите свой успех. Но другого пути нет. И если вам кто-то будет предлагать другой путь, это обман. Здесь только один путь — через кусты. Дальше. Кто-то закапывается. Причем чем дальше, тем больше. Человек сам себя закапывает словами. Тут не действия, тут слова. Человек, может быть, врет, человек, может быть, что-то обещает. Человек может выдавать себя не за того, кем является. И этот человек закапывается уже прям по шею закопалась. И знаете, как ни парадоксально, тому человеку нельзя помочь, потому что человек выбрал сам себе такую судьбу, сама себе выбрала такую участь. Просто наблюдайте, чем дело кончится. Мне идет, что человек полностью сам себя засыпет, похоронит. Глупость, да, вот глупость за глупостью, опрометчивый поступок за опрометчивым поступком. И подсказать-то вы подсказываете, может быть, либо пытаетесь протянуть руку, прям так отбивает, отталкивает. Нет, не хочу, не буду, не лезьте ко мне, я лучше знаю. Ну, что есть, то есть. Вот здесь вам говорят о том, что любовь никуда не девается, любовь никуда не проходит. Какой-то человек вам сказал, что я не люблю, либо я ничего к тебе не чувствую, но этот человек вас обманул. В момент, когда человек произносил эти слова, у него там сердце кровью обливалось, вот поверьте мне. И ноги ватные были, и в ушах прям звенело и стучало. Все из-за характера. У человека такой характер противный. Из-за этого сказал эти слова, и сам себе не рад этот человек. Вы знаете, еще какое-то время этот человек помается, как неприкаянный, да, будет ходить по жизни, а потом все-таки к вам вернется. Ну, потому что без вас жизни нет. Без вас это не жизнь, это мука и страдания. То ли вы поссорились, то ли вы... Ну, не вы, а он, скорее всего, да? Мне вообще идет фигура мужчины. Может быть, хотел показать, вот какой я крутой, какой я сильный. Это все не так. Нет, он может быть и крутым, и сильным, но чувства невозможно контролировать и невозможно себе запретить любить. Нельзя выкинуть любовь из сердца. Любовь — это особый дар, который дают высшие силы человеку. Характер — это плохой, тугой характер. Но есть хорошая новость, что все можно исправить, да? И даже над своим характером можно работать для того, чтобы его исправить. Вас обманули, он любит вас. Он любит, любил и будет любить дальше. Просто, ну вот в силу обстоятельств, в силу своего взбалмошного, крутого характера человек наговорил то, чего нет на самом деле. Человек вас очень сильно любит. Женщина дергает вас за веревочки. Вы как будто бы тряпичная кукла в ее руках. Очень хитрая женщина. Женщина, которая такой прям манипулятор, оператор-манипулятор. Вы, наверное, догадывались, либо начали догадываться, что что-то тут не так. Не такая уж она и хорошая, не такая она и добрая, не так она уж для меня старается. Либо наоборот, это не старание, а какая-то манипуляция заставляет меня делать то, чего я не хочу. Либо ее советы, они какие-то крамольные, они вредоносные. Ну вот как начали вы ее видеть насквозь. Женщина старшего возраста, либо женщина, которая в отношениях себя подает как более грамотную, умную. Ну типа я знаток, я знаю, а вы типа детки, слушайтесь меня.
Может быть, на работе там старшая коллега, либо начальница, может быть, какая-то соседка старшего возраста, может быть, родственница старшего возраста, манипуляторша. И чем дальше вы будете от нее, тем лучше для вас. На расстоянии она не сможет дергать за веревочки. Веревочки просто порвутся. А ваша интуиция вам все верно подсказывает. Лучше не слушайте эту женщину, а слушайте свое сердце, слушайте свою интуицию. Мужчина и женщина одинаково идет. Возможно, да, вы мужчина, и вами какая-то женщина очень мастерски и умело манипулирует. Себе во благо, вам во вред. Может быть, она у вас отбирает все самое лучшее, либо толкает вас к какому-то ужасному, опрометчивому поступку. Будьте умнее, слушайте свое сердце, и пусть вас ведет ваша интуиция. Нельзя жить другим умом, чужим умом, нужно жить только своим. Отрывайтесь, дистанцируйтесь, поверьте, вам это пойдет на благо. Кстати, у кого-то еще отыграется, что эта женщина, помимо манипуляции, еще и занимается тем, что вас вампирит. Тянет с вас ресурс, тянет с вас энергию, тянет с вас ваше здоровье. Вот вы с ней пообщаетесь, а потом вы сама не своя, либо сам не свой. У вас упадок сил, у вас головокружение, у вас слабость по всему телу идет. Да, у кого-то еще и это отыграется. Но держит, она сейчас вас держит на веревках. Но вы можете вырваться и дистанцироваться. Именно этим нужно заниматься. Какие-то ненужные медицинские процедуры. Не то чтобы даже ненужные, может быть, даже и вредоносные. Может быть, даже не совсем медицинские. Ну, допустим, вам могут предлагать массаж, но в вашей ситуации массаж — это не лучший вариант, либо он вообще не сработает. Либо вам могут предлагать какие-то чудо-аппараты, инструменты, девайсы, медикаменты, но оно не сработает. Вы только лишь потратите время, деньги, но самое главное, вы будете очень сильно разочарованы. Идите лучше как к проверенным специалистам, к настоящим медикам, объясняйте, что с вами не так, сдавайте анализы, и традиционная медицина, проходите лучше лечение там. Ну, либо вы решайте свои медицинские вопросы именно в специализированных учреждениях у настоящих медиков. Да, есть целители, есть энергопрактики, есть биоэнергеты. Это все есть, и оно работает. Но в вашем случае, вот кто зашел на эту отсыпку, тут именно традиционная медицина должна помогать. Вы потратите время, состояние усугубится, не дай бог, да? Пока вы будете прикладывать подорожник, там какие-то процессы могут развиться в вашем организме. Я не хочу никого пугать, я просто передаю вам информацию. У кого болит, кто понимает, о чем речь, кто себя узнал, вам сама судьба говорит: иди в больницу, да, иди в поликлинику, иди к медику, не занимайся ерундой. Ну вот как-то так показали. Дальше у кого сложилась любовная драма, треугольник любовный. Тут либо соперница у вас есть, появилась, либо соперник, если мужчина меня смотрит. Ваш соперник, либо ваша соперница очень слабы. И здесь не про любовь, здесь про какие-то эти инстинкты, да, животные инстинкты. Здесь как-то надо грамотно поступать, не рубить с плеча. Поймите, каждый может ошибиться и на любого может найти, особенно если вы люди, перешедшие определенный возрастной рубеж. Наверное, слышали про кризис среднего возраста, когда человеку страшно от того, что вот старею, да, года идут, а ведь хочется оставаться, да, молодым вечно. И люди начинают обращать внимание на более молодых партнеров. Кажется, что вот если я с молодой, либо с молодым, то значит я сам молод. Ну, как бы я не психолог, я не могу вам это четко объяснить. Если есть на моем канале люди, которые разбираются в этом вопросе, в комментариях вы могли бы объяснить, если есть желание, конечно, что такое кризис среднего возраста. Вот здесь речь именно об этом идет. Это не про любовь, это про желание, да, оставаться молодым и про желание чувствовать себя живым. Возможно, в ваших отношениях был какой-то момент охлаждения, возможно, вы
перешли на новый уровень, там, где нет вот этих страстей, да, либо они поутихли, эти страсти, а ваш партнер как раз-таки в этом и нуждается, да, чтобы ощущать себя молодой либо молодым. Давайте это своему партнеру, и поверьте, никаких соперников и соперниц у вас точно не будет. Больше проводите вместе времени, больше гуляйте, куда-то, ну, можно съездить вместе, да. И, ну, вот интимная жизнь, да, проблема в том, что интимная жизнь прям закончилась, из-за этого проблема. Еще, мои хорошие, тут вам такое послание, просьба, пожелание. Научитесь принимать подарки. Почему-то у вас с этим проблема. Вы слишком скромны. Вы считаете, что вы недостойны подарков. Зачем вы так делаете? Научитесь принимать подарки, либо не отказывайтесь, когда вам делают подарки. Если вам кто-то что-то подарил, это не значит, что вы становитесь зависимы от этого человека, что вам нужно отвечать тем же. Бывают ситуации, когда подарками выражают свою признательность, свое уважение, свою любовь. Вам нужно научиться принимать подарки. Мне вот идет, что вам кто-то будет делать очень хороший подарок. Может быть, даже сама судьба, а может быть, какой-то конкретный человек. Нельзя отказываться. Нельзя. Сделайте усилия над собой и примите этот подарок. Порадуйтесь этому подарку. Это важно. Это очень важно. Вы потом поймете, о чем я говорила. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.